Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цупандин. Мы находимся в ресторане Lazy King, Семен Тарбахов, мой постоянный соведущий со мной, как обычно. Привет, Семен! И к нам сегодня пришла в гости сотрудник нашей национальной библиотеки Тина Ларионова. Тина, здравствуйте! Здравствуйте! Да, мы нашу передачу называем «Кулинарный концепт», «Кулинарное ток-шоу». И с учетом этого, с чем вы к нам сегодня пожаловали, что будете готовить? Сегодня я буду готовить птитим. Птитим? Да. Я очень люблю пасту, я люблю макаронные изделия, поэтому я сегодня пришла, собственно, с макаронами, но это немножко такой непривычный вид макарона в виде риса. Оригинально. Ну, Да. Я вообще, я бы подумал, деле... что это бы рис, да, сначала. Да? Ага, подумал бы. Я на самом деле пешеход в кухне. Мое коронное блюдо — это я неплохо умею ставить чайник. Ага, так. Вот, поэтому будем готовить. Признание облегчает вино. Да, мы будем готовить очень простое блюдо. Для этого нам понадобится плита, сковорода, растительное масло, лук, чеснок, куркума, копченая паприка, сам птитим, томатная паста и петрушка. Да. А почему... Горячая вода еще. Да. А почему вы пешеход, как вы сказали, в кухне? Не любите? Ну, потому что я не то чтобы... Да, и не люблю особо готовить. И у меня не очень-то хорошо получается. Вот, и я вообще в большинство рецептов, которые рассчитаны на час и более, или там, условно говоря, фигурируют 7 и более ингредиентов, я за такие рецепты не берусь. Я беру вот такие. Вы за простоту, простые, за простые понятные вещи. Как-то так, да? Ну, кушать любите? Любимое блюдо? Да, паста? по мне же видно, что люблю есть. Не, ну как, люди по-разному относятся, но кушать любят все, почти же, особенно вкусно. Да, любимое блюдо у вас какое-то есть? Любимое блюдо у меня? Ну, либо то такое, которое, ну, если скажут целый... Очень люблю рыбу, морепродукты, вот так, наверное, могу сказать. Вот так, да. Сколько времени потребуется вам приготовить все это? На эту историю нам нужно порядка 25 минут. Да? Ну, быстро, просто, Да, я тогда предлагаю начать. Если у нас будет все готово, мы попробуем и будем продолжать общаться, если у нас еще время останется. Не спеша, с чувством, с толком, расстановкой, давайте начнем. С чего? Начинаем мы с лука. С лука. А Лук мы доверим нужно... его Семену. Хитро поступим? Да. Давайте. Или вы все сами хотите? Пусть Семен тоже поучаствует. Я люблю, когда мне помогают. Вот так, отлично. Лук надо порезать очень тоненько и порубить его на эти квадратики. Квадратики, ну мелкие. Очень мелко. Мелкую фракцию. Я думаю, Семен с этим справится. А мы, Тина, с вами давайте пообщаемся, а Семен послушает. Ну и телезрители, соответственно, тоже. Скажите, пожалуйста, первый вопрос, который я всегда своим гостям задаю. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Мне запрещают это говорить, но я это всегда говорю. Как вы дошли до жизни такой? Вот как вы оказались вообще в библиотеке? Ну, что о себе рассказать? У меня есть работа и 48 подписок на Рутубе. Вот такой я интересный человек. Ага. Шучу. Я сотрудник Национальной библиотеки. Так. Это главная библиотека нашей республики, одна из крупнейших. Старейших и Ну да, старейшая. разумеется, да. Да, разумеется. В этом году нам исполняется 100 лет, кстати. Поздравляю. Да. День рождения у нас 14 сентября 1925 года. Очуметь. Ну и мы одна из крупнейших библиотек на северо-востоке нашей страны. Вот, я очень люблю свою работу, и мне она очень нравится, что она делает меня лучше каждый день. Вот. Но я не такой библиотекарь, который очень легко ориентируется в литературе, в классических произведениях. Я тот библиотекарь, который иногда читает и делает рекомендации на эти прочитанные книги. Вы очень смелые, вы такие заявления делаете. Ну вот как, казалось бы, работник библиотеки должен быть супер начитанным человеком и супер много читающим. Но в вашем случае вы говорите, что редко... Специфика работы такая, что нет времени на прочтение этих книг. Как вот субъективно, очень, точнее не субъективно, а как это правильно сказать, стереотипно очень многие думают о том, что библиотекари — это те люди, которые целыми днями делают нечего, говорят, ага, вот ваша книга, да, отдали, читают. И сами листают, читают. На самом деле у нас нет времени книги читать.
Мгм. Ага. Какие обязанности вы выполняете в библиотеке? Вы же работаете, сколько, седьмой год, да, по-моему, в библиотеке? Да. Да, а что вы делаете непосредственно? Просто мы вчера с вами общались, и я с ужасом для себя узнал, что аж 280 человек, сотрудников, работает в библиотеке. Так много. Ну да, нужно понимать, Так что много. это все-таки не только специалисты, библиотекари, это и, условно говоря, другие структурные подразделения, как бухгалтерия, Ну, это понятно, отдел да, кадров, АУ, да, вспомогательный персонал. Плюс у нас, ну, давайте разобьем так, в библиотеке 9 центров, плюс еще у нас есть филиалы. При каждом центре где-то 2-3 отдела, условно говоря, в среднем. Что за центры? Ну, их много. Вот давайте я расскажу о своем О центре. вашем да, подразделении, потому что, да. Мой центр называется Центр библиотечного информационного обслуживания. Ну, что, ну, давайте опустим скучные подробности. Да? Наш центр один из самых крупных в библиотеке, один из самых молодых, энергичных. В общем, наше поле деятельности достаточно широкое. Мы работаем и с цифрой, и с текстами, и с людьми, и с мероприятиями, и с информационными какими-то медиапродуктами и так далее. Да? То есть мы в нашей библиотеке проходит очень много активностей, очень много форм мероприятий. Мы конкретно занимаемся культурно-образовательными проектами, программами. Это и внестационарное обслуживание, межбиблиотечные абонементы, это и работа в читальных залах, разумеется, это и книжные, и виртуальные выставки и так далее. То есть ну, у нас достаточно так, интересная работа. Ну, понятно, да. Ну, просто в Советском Союзе, при Советском Союзе, ну, всегда ведется статистика, и мы были самой читающей Когда-то, да. страной в мире. Мы занимали лидирующие позиции. Лидирующие, да. Ну, то есть каким-то образом это же высчитывалось, и другие страны были с этим согласны, потому что, ну, говорили, ну, вообще по образованности мы вообще 100% на первом месте, потому что 100% населения умели читать, писать, считать, а еще и читающей страной. Ну, то есть каким-то образом, даже в век, когда не было интернета, считали, что, ну, не знаю, каким-то образом, по количеству, может быть, проданных книг, изданных книг, прочитанных книг, каким-то образом все равно это высчитывалось, и другие страны были с этим согласны. Сейчас мы уже немножко сдали вроде как позиции. Немножко сдали позиции, объемы чтения снизились по сравнению, вот как вы правильно сказали, с советским периодом. Мы тогда были на первом месте. Это сухая статистика. Сейчас мы занимаем, но все равно мы входим в десятку. По-моему, мы занимаем то ли 5-е, то ли 6-е место и делим это место с прекрасной Испанией. Вот. Ну, в общем-то, люди все равно читают. Они читают книги, да. Хотя у нас есть очень много других развлечений, да, это у нас есть сериалы. Стало больше. Да, сериалы, фильмы, социальные сети, игры и так далее, да. Но, тем не менее, мы все равно читаем, как читали 1000 лет назад, да, когда книги, условно говоря, выбивались там на табличках, вышивались узелком и так далее. Книга была, есть она и сейчас, и люди читали тогда и читают сегодня. Вот. Продолжают. Да, ну тиражи, они как бы падают как в России, так и в мире, да, люди переходят все-таки на электронные версии. Да, но, тем не менее, все вот здесь, Литрес наше все, ну условно. Да, все-таки, ну, формат меняется, но суть-то остается, люди читают. Да, да. Ну просто чуть-чуть, источники чуть-чуть поменялись. Да. Но все равно же это какой кайф, когда вот новую книжку тебе подарили. Ну всегда, кстати, считалось, я не знаю, чья это уловка, книга лучший подарок. Да. До сих пор? Да. Я вот абсолютно так считаю. Почему? Потому что книга это же и чтение само по себе это очень такое доступное, недорогое, не энергоемкое развлечение. Развлечение, да. Да. А вся наша жизнь, скажем так, игра, и это новый мир. Каждый раз прочитанная книга, если тем более она интересно захватывает, ты можешь проживать и жизнь героя, и либо делать для себя какие-то выводы, анализ, что-то и все прочее. Ну, мы чуть-чуть отвлекаемся, Так, но масло, ничего да? страшного. Да, мы... Жарим или что? Что мы делаем? Да. Мы сейчас зальем масло. Поставим на огонь. Обязательно. Я вот как Так. человек, который принял участие в готовке, включил плиту. Спасибо большое. Чеснок как режем? Чеснок тоже очень мелко. Так, Петя, выключи, пока он сейчас быстро расколется. Пока выключить, да? 3 зубчика, да?
Или много? Нет, один. Один, да? Как красиво вы порезали лук. Да, ну, мастер, пока мы разговаривали, как у нас в России бывает двое. Один работает, двое смотрит. Частенько. Так у нас бывает, Семен просто любит работать. Меняются ли, мы продолжаем читать, меняются ли работа библиотеки, ну, условно, я вот для себя представляю, когда я был студентом, это лет 30 назад, ходили в читальные залы и все прочее. Сейчас меняется ли работа библиотеки? Наверняка, да? За 100 Ну лет. да, конечно, меняется. Сейчас библиотека вообще такое открытое современное пространство, площадка, где люди обмениваются мнениями, идеями, опытом, да, это люди приходят и объединяются в какие-то комьюнити, да, и происходит такой диалог между разными категориями населения, да, условно говоря. Даже так. Ну да, А вы являетесь тогда площадкой, которая может быть это организовать да. и все да. прочее? Ну, то есть, что нового, скажем так, появилось? Конечно, да, Ну, цифровизация. Цифровизация, да. У нас вот 3 года назад открылся Центр цифровизации языкового и культурного наследия народов Якутии. Да? То есть основное направление – это цифровые продукты, проекты, да? Цифровые проекты, которые… ну, все, что находится в плоскости цифрового мира. Да? Это оцифровка изданий, это Чтобы максимально сохранить. максимально сохранить, да, и обеспечить как бы доступ легкий, эффективный, качественный. Вот. Также это трехмерная графика, кстати. То есть это оцифровывается, допустим, национальная одежда, украшения, предметы быта, да, которые вот с помощью трехмерной графики можно рассматривать более подробно и детально. Так, петрушка нам для чего? Петрушка будет в конце. Сейчас мы немножечко обжарим лук и добавим чеснок. Или мы уже его добавили? Добавили. Чеснок сразу добавили. Огонь нормально? Я вот что-то чувствую, Огонь? что вроде как нормально. Или чуть-чуть поменьше еще даже сделать? Нормально. Нормально. Так, сейчас мы добавим соль. Посолить, да? Вообще мы идем в ногу со временем, наша библиотека. И вот мы недавно работали со Сбером по внедрению искусственного интеллекта в работу Национальной библиотеки. Например, у нас есть такой продукт, который называется Voice NLRS. Это сбор аудиозаписей для обучения искусственного интеллекта якутскому языку, например. Вот. Ну, проектов множество на самом деле. Ну, учитывая то, что вы являетесь государственным бюджетным учреждением, какие цели все-таки ставить? Ну, вам ставить же наверняка какие-то цели, да, государство? Да, есть Правительство, государственное задание. Госзадание, да. Какие посвящение. самые главные цели, ну, кроме, скажем так, просветительской? Ну, я бы, наверное, назвала, кроме просветительской, это… А можно еще птициму немножечко добавить? Я бы назвала обеспечение качественного и эффективного доступа к различным информационным ресурсам, да? То есть, ну вот мы сейчас привыкли информацию получать в интернете, да? Ну, в основном вот здесь, да. да. Все вот такое… Но интернет нужно понимать, что это очень хаотичная среда. Еще добавить? да. Ну да, не структурированная. Полностью. Не структурированная. Информацию, которую мы получаем в интернете, нужно еще ее вдоль и поперек изучить и поделить, условно говоря, на 3 для того, чтобы там что-то принять за правду. А библиотека и книга – это все-таки такая проверенная штука, можно сказать, да? Но, тем не менее, нужно уметь работать все-таки с информацией. Годами, веками, да. 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 Может, поближе, что-то как-то неудобно. Да, я вот прямо Тянитесь, да. тянусь. Вот так. Вот так надо. Вот этого нам не хватало. Вот этого нам и не хватало.
Да, нужно помешивать минут, наверное, Все время. При непрерывном помешивании. всё Ну, это время. же может Минут, гореть. наверное, ну 7. Вот так мы сейчас обжарим все это Ага. дело. Потом мы добавим, хотя можно сейчас добавить. Куда можно положить? Добавим куркуму для цвета, запаха и вкуса. Так. Вот так. Далее мы добавляем копченую паприку. Паприка, паприка. У нас сегодня день перца. Перца. У нас был, да, у нас предыдущий гость снимал пиццу пепперони, а сейчас у нас паприка. Вообще такой классный продукт. Обожаю паприку. О, обожаю, как пахнет паприка. Чувствуете? Да. Какие ароматы пошли. Так, перчик вы мне напомнили. Сейчас мы добавим еще такой перец. Черного. Томат Ну, пасту. меня спросили про, Томат пасту добавляем? да, ложечку. Про статистику вы у меня спросили. Да. Статистика. Я не знаю, как ведется статистика, да, на самом деле, но я точно могу, наверное, сориентировать вас, как вычисляются бестселлеры. Книги. Книги. Да. Ну, Там есть, Тираж. там есть два критерия, абсолютно верно. Первый тираж. Суммарный тираж, издаваемый ну, писателя, да. ага. И что думаете, второй критерий – это, Количество покупок? да, объем прибыли, Объем который прибыли, да, ну, приносит. то есть количество покупок, ну, то есть это тоже же сейчас в современном мире очень просто высчитать, сколько было. А помогите мне вот так сделать красиво. Да, это тираж, Ага. это прибыль, которую приносят проданные книги, да. Но тут еще есть такой момент, как, может быть, даже жирный момент, это стоимость книги. Вот, например, в 2000, по-моему, то ли 22-м, то ли 23-м году у Пелевина была книга «Трансгуманизм». Вот. По тиражам она занимала 19 место, а по прибыли она издательству принесла что-то там в районе 30 миллионов рублей. Рублей. Да. О чем это говорит? О том, что... Потому что изначально книга сама по себе дорого стоила. Да, есть И подарочные издания, к примеру. Анонсировали специально, наверное, но это же Пелевин. Ну, да, это же маркетинг еще. Да, маркетинг, да. Это- И книга стоила, наверное, 2000 рублей, а то и 3. Да, Возможно. да. Да. А Ну, еще и подарочная. обычно, да, там подарочное издание, оно И стоило где-то кусочек в волоса районе... Пелевина там. Ну, условно. Три. Не, ну а что, так же делают всяко разные такие фишки, что-то там, или там почерк, или там Автограф. личный автограф товарища. Даже? Ну, это Так. маркетинг, да. Но Теперь нам нужно залить водичку, горячей водой. горячую воду, мы которую заранее подготовили, мы ее зальем. Вы мне скажите стоп. Я обязательно скажу. Еще. Чтобы полностью Стоп. водичка Еще. закрыла. А, еще, вы, стоп, Еще, слушай. смело наливай. Да. Все, достаточно. Все. И теперь пусть это томится. Мы огонь чуть убавили. Нет, подбавили, а сейчас надо убавить. Когда закипятится, уже все Да. можно И подбавить. все, где-то минут, наверное, 10-15 эта история Уже будет готовиться. Томление. Конечно, есть классика, да. Все время Пушкин, Достоевский, это Набоков, Да. условно, Это это продается всегда и продолжает популярностью Полис Довлатов, наверное, да, тоже. Или нет? Да. Мой любимый. Хемингуэй, наверное, да. Ну, это я так наугад Ну, да. своих чуть-чуть вспомнил. Есть ли сейчас писатели-звезды? Ну, Ну, Пелевин. Пелевин, да. На самом деле очень сложно же там сделать какой-то рейтинг или вывести там
кто из писателей популярен в сегодняшнее время. Почему? Потому что вот актуально. как раз-таки про бестселлеры мы с вами поговорили. Здесь еще имеет вот, ну, стоимость, да, книги. Пелевина все-таки покупают, наверное, больше из-за престижа, чтобы Но он это модный, да. Ну, было, как бы- стояло красиво на полочке. Например, ту же самую Дарью Донцову люди... Ну, книга стоит гораздо дешевле, 350-500 рублей, но ее покупают все-таки для того, чтобы прочесть, а не поставить на книгу. Да, один или- раз прочесть, выкинуть. Да. Условно, да. Или Да. в поезде оставить. На, Да. на поездку Именно так. купили, да. Ну, то есть это Ну, и просто- поэтому не понять, на самом деле, кто популярнее, Пелевин или Донцова, условно говоря. Ага. Ну, по тиражам, возможно, и даже Донцова. Да. Да. По если- тиражам, да. если- А по прибыли... Маринина. да. Так же, Маринина, да. Ага. Кто еще у нас сейчас популярный? Это, я бы назвала Евгения Водолазкина, Ага. я бы назвала Марину Степнову. Ага. Это очень замечательные писатели. Ага. А Сегодня. часто же так бывает, что, ну, есть же критики. Есть. Да, критики, которые, как только книга какая-нибудь вышла, особенно огонь побольше сделать? или- Чуть-чуть. Мне кажется, что надо добавить. А она просто даже ушел. Вот так. Вот. Потом закипится, мы можем регулировать. Критики, которые, как только книга вышла, условно более-менее известного автора, они написали свою рецензию. И толпа, если это хороший критик, особенно если какое-нибудь там мощное авторитетное издание, пользуются этим. Говорят, о, надо перечитать, да. Вот. Тиражи говорят о другом. Либо вот часто бывает же фильм получил Оскара, а все критики его, ну, хают, говорят, фу, это шлак, но тем не менее финансово популярный. Либо все критики восхвалили, а кассово он не пошел. Бывают ли такие, ну, какие-то такие моменты с книжками? Ну, конечно, бывают, но я сейчас не смогу привести пример. Вот, кстати, с фильмами вы правильно провели такую параллель. Например, оскароносный фильм «Анора». Да, кто только его не успел отругать. Да, это что такое Вот, ну, вообще? может быть, мы чего-то не понимаем. Да. Но- Либо мы живем в мире, в котором уже не только двойные, а и тройные уже какие-то стандарты пошли, и к чему, на что ориентироваться, что есть настоящее искусство и что есть настоящая классика, как говорится, время покажет, да? Да, вот, вы правильно подметили, да, время. Да, покажет. время покажет. Ну, готов ли я буду Мелко даже, да? Да, Петя, своим да. детям рекомендовать через поколение, точнее внукам уже, дети-то уже сами определились, внукам фильм «Анора» к обязательному просмотру. Ну, допустим, если хотя бы там я готов рекомендовать «Полет над гнездом кукушки» условно, или там, да, или «Форест Гампа», говорит, вот, ребята, это классика мирового кинематографа, «Крестный отец», да черт с ним, пусть он даже. Да, а тут какая-то «Анора», да, вот. Личный ваш рейтинг по книжкам, как эксперта, есть такой? Ну, слушайте, у меня очень милосердная память, очень плохая память. Очень много информации попадает в мою голову. Очень много. Очень много информации. И та информация, которая новая попадает в мою голову, она вытесняет, условно говоря, ту информацию, которая попала туда ранее. Например, мне известен космический адрес нашей планеты во Вселенной, но при этом эта информация вытеснила информацию, в каком году я окончила школу и сколько мне сегодня лет. Ну, вот даже так, да? Да. Да, но считается, что великолепная способность мозга – это забывать. Способность Но забывать. все-таки я назову Да, давайте. из последних, что мне понравилось, это французская писательница Мюриэль Барбери. Книга называется «Элегантность ежика». Да. Писательница очень уважает и любит творчество Льва Николаевича Толстого и культуру Японии. И обе эти страсти она показала в этом романе. Как вы «Элегантность сплелись, да? Там три Это серьезное произведение? Нет, это не это Не художественная литература, да. Жанр? Это роман. 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 Там три главных персонажа. 11-летняя девочка, умнейшая, не по годам, из интеллигентной семьи, много рассуждающая о жизни.
Второй персонаж, не менее важный, это консьержка, которая живет в этом доме, где проживает эта интеллигентная семья. Но при этом она разбирается в культуре, в искусстве, изучает философские труды, слушает Моцарта, но при этом она заточила себя в эту небольшую сырую темную комнатку и проживает там много лет со своим котом. И третий персонаж, который там появляется в этом романе, это пожилой японец, который вот, заселился в их дом. И начинаются там очень интересные взаимоотношения друг с другом. Ну, казалось бы, что их может связывать, да? Но на самом деле это родство душ, несмотря на их разное социальное положение, несмотря на их Что-то вспоминается, разный облачный возраст. атлас в голове, так складывается какой-то пазл, да? Облачный атлас, даже Не, так, видно. да? Да-да. Я очень давно его смотрела. Я же говорю, что у меня память милосердная. Ну что вот, вытесняется. когда вроде бы разные истории сплетаются и находится одна общая нить, которая пронзает их всех. Да, это родство душ. Там очень интересные, глубокие мысли, очень вкусные диалоги. Я советую эту книгу всем прочесть. Ну, может быть, я не про классику расскажу, а расскажу очень... У нас есть замечательный автор Виталий Егоров. Знаете такого? Читающий Наш якутский, наш. да. Наше читающее Благодаря маме население, да, они поделились ровно на два берега. Те, которые зачитываются им, и те, которые вообще о нем не знают. Это полковник МВД в отставке, он сейчас находится на пенсии и пишет очень интересные истории на реальных событиях о тех преступлениях, которые он, в общем-то, Резонансных. он, да, и со Резонансных. своими коллегами раскрыл, да, условно говоря. Раскрыл, либо те данные, которые были там впоследствии рассекречены. Потому что Да. же их хранят, да, потому что есть много преступлений, которые, скажем так, не привели ни к чему. Ну, то есть, да. Он написал 17 книг. Да, Там, на великолепно. самом деле, есть такие истории, которые подвергаются, вообще, я не знаю, вызывают у меня шок. К примеру, там у него есть книга, которая называется «Нелюдь», о Ленском маньяке. Это якутский Чикатило, который в 90-е годы совершал преступление, но был пойман, и его посадили, по-моему, там то ли на 18, то ли на 20 лет. Вот. Он отсидел свой срок, откинулся, условно говоря. Да, Вышел Да, и, в общем-то, стал жить обычную жизнь, поехал в Новосибирскую область, там, где проживала его дочь, над которой он в свое время тоже издевался и удовлетворял свои, условно говоря, гнусные инстинкты. Да? То есть, в общем-то, такие люди, они же не останавливаются. Ну, это патология. Да, такая природа, Увы, которая увы, все это равно патология, да. выходит наружу. Да? И Виталий Егоров, написав эту книгу, он об этом маньяке он написал книгу. И когда он узнал, что человек отсидел, вышел, он стал писать в местные, значит, МВД, в Следственный комитет Типа глаз за глаз, Новосибирской ребята, области, да, что на вашей территории находится очень опасный преступник, который, возможно, в общем, за ним нужен контроль какой-то, да, возьмите Так. его на контроль. И, в общем-то, он там жил какое-то время сначала достаточно спокойно, а потом все-таки природа вышла наружу, и он стал совершать Опять. новые преступления. И вот благодаря бдительности и книге Виталия Егорова его снова поймали, по-моему, в 2023 году, И если снова я не осудили. ошибаюсь. Да, и осудили уже на более большой срок, потому что еще были доказаны другие преступления, которые были Эпизоды. сделаны ранее, да, в 90-х годах. Ну вот видите, как говорится, да? Да, это очень, интересно. Это легкое чтиво на самом деле, которое вот можно прочесть там за один вечер, условно говоря. Виталий Егоров известен не только в нашей республике, Да, но он и уже там, да, его очень издается любят. уже, потому Да. что это всегда интересно. А сейчас вообще понятно, что появляются новые жанры и все прочее, да, но вот какие жанры сейчас
скажем так, популярны и популярны вам самой? Мне нравится, ну, последнее время, ну, разумеется, это художественная литература, она всегда, да, интересна. И нонфикшн. Кстати, из нонфикшена, что последнее я прочитала, это, по-моему, Джин Пере, «Как написать стендап», дневник личных выступлений. Ну, это такое История своя. отличное пособие, я бы сказала, для тех, кто хочет попробовать себя в стендапе, в комедии, Да. ну или повысить скиллы, ну, публичных Выступления, все Да. прочее. Мне может понадобиться. А то Там в каждой главе приведены упражнения, которые помогают построить как шутку, пособие, да? которые Ага. там ну, вытачивает ваш юмор. разбирается, как шутка, каким образом Да, строить как те или реагировать. иные скетчи, да? Ага. Да, абсолютно верно. Ой, мне Как- надо, потому что я часто шучу и не в попад. Да. Да. Как выступать тоже, Да. как реагировать на определенную аудиторию. Она же бывает абсолютно разная. Да, конечно. Кому-то какая-то шутка может не зайти просто потому, что там... Ну да. Там еще приводятся примеры, что уместно, о чем там какие-то границы, да? Ну да. Смешной юмор или Дозволенного, да. и какой-то там Ну, неуместный считается, что о момент. родителях, о детях, о религии нельзя шутить. Ну, считается. Но в каком-то учителе, может быть, можно. Так, я хотела бы эту историю уже попробовать. Да, пожалуйста. Может быть, что-то у нас. Давайте попробуем прибор. Так, соли немножечко не хватает. Давайте. Да, всегда можно добавить. А как по готовности? Вы любите аль денте, либо Нет, я люблю, когда well done? хорошо приготовлено. Ага. Так, теперь нужно, значит, сюда добавить нашу порезанную петрушку и, Да, для выключить, аромата, да, в и конце? выключить сковороду, может быть, ее накрыть еще и крышечкой и дать настояться минут, наверное, 3-5. А у нас крышечек не бывает никогда. Это такой. Все, выключаем. Выключаем. Тина, скажите мне, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Учитывая то, что вы государственное предприятие, вам дается некие задания, а каким образом оцениваются результаты вашей деятельности, кстати? Ну, есть государственные задания, Так. есть определенные показатели. Ага, К какие? примеру, я бы назвала один из показателей, который касается нашего центра, это посещение. Да, количество, да? Да. То есть Посещение. у входа стоит счетчик. Плин, да? Нет, таких ворот у нас, к сожалению, нет. Ага. У нас есть другие способы расчетов. Учитывается стационарное посещение, когда ножками пришли в нашу библиотеку. Это внестационарное обслуживание, когда мы за пределами библиотеки Ну, проводим. у вас электронная картотека, вы, то есть, каждого читателя, Да. абонент регистрируете Обязательно. и знаете. Да. Вот, условно, Цепанин Петр опять книги не вернул ни разу. Да, Да. такие должники есть. И мы... Раньше, кстати, по телефону звонили все время. Я указывал и телефон сейчас, соседей. и сейчас. Да вы же что, вы хулиган. Да, я такой. Но нет ни одной книги, которую я не вернул, слава богу. Да, у нас... А были моменты, которые я хотел сейчас сказать. Все, ждем 3 минуты и пробуем. Да. Ага, и второй критерий. Что-то я вас унес туда. Реальное посещение, которые ножками пришли, и Внестационарное обслуживание и удаленное посещение нашего сайта. сайта. У нас очень хороший сайт, я рекомендую вам туда зайти, nlrs.ru. Ага, а в сайте указаны все книги, которые можно найти? Да. И все ли книги можно брать у вас? На какой срок? Сейчас, Нет. давайте будем телезрителям вообще расскажем. Сейчас многие, да, вот я в библиотеку ходил вчера, вот с вами общались, да, а до этого я заходил, наверное, действительно лет 30 назад. На 2 недели мы выдаем книжечку из 3 книги абонемента. можно, да, по-моему, или 5? 5 книг можно сразу взять. Ага. Читаем 2 недели, если не успеваем, можно позвонить в наш контакт-центр, Продлить. который есть. Продлить. Да. Продлеваем 3 раза максимум. Вот, и потом нужно все-таки эту книжечку вернуть, потому Потом что у нас много читателей, да, и вот как нехорошо бывает, что запрашивают какую-то книгу, а она находится Все на время руках. там, да, да.
Ага. И, соответственно, вы фонд тоже же тогда восполняете свой каким-то образом, на основе каких критериев вы восполняете новый, кто-то там написал, ну, условно я, Петя Сапанди написал книгу, возьмете ли вы в свою Вот мою книгу если в вы ее библиотеку? напишете, мы ее обязательно возьмем, обязательный экземпляр поступает в нашу библиотеку. У нас есть еще такой мемориальный фонд, который называется «Сандалы и Бичик». Это неприкосновенный фонд, куда поступают все обязательные экземпляры, изданные на территории Республики Саха-Якутия, То есть, я или просто изданные... то есть просто написав книгу, я уже оставлю историю, Да, след. да. И круто. она будет храниться в Ради этом... этого можно... Тираж один экземпляр. В библиотеку сдал и все. Не, ну так не бывает. А что я могу сделать же? У себя на принтере распечатать, черную обложку заковать и отдать вам. Так не бывает. Я все время шучу глупо. Так, ну ладно. Так, Ну и нам более- говорят, что это время наше заканчивается, надо ускоряться нам. Ага. Все, давайте пробовать. Да-да-да, нет, вы что-то начали говорить, я вас перебил, извините. Давайте. То, что издается на территории республики и за ее пределами, но имеет краеведческое содержание. Ну, то есть, Это обязательно Якутии, должно да? поступить, да, в нашу библиотеку, и это хранится в этом неприкосновенном фонде для будущих поколений наших. Ну, то есть это количество книг все время только повышается, Да. увеличивается только. Да, Только обязательно. увеличивается. В нашем фонде сейчас где-то около 2 миллионов экземпляров. Вау. И это все в электронной картотеке есть. Ну, не все. А, да? Мы же не можем сразу вот так все оцифровать, да? Есть Нет, я имею в виду, что хотя бы перечень. Да, допустим, я зашел, какую-то книгу ищу, говорили Саботини, вы «Одиссея имеете в виду, капитана Блада». И вот это электронный мое- каталог вы имеете в виду? Да-да-да, есть конечно, наверняка. там все занесено, Всё там есть. есть вся информация о ней Ага. и так И далее. наверняка периодика тоже. Да, обязательно. Круто, да. Ну все, наступает самое любимое. Ай-яй-яй. Шутка. Опять шутка. На этот раз пошла. Так, я еще не ела сегодня. Да? Да. Но передача наша выходит вечером, Так, это же ваш- в эфир вечером, а у нас время обеда. Я думаю, для обеда ну, Да, вот, время обеда. паста Птитима от сотрудника Национальной библиотеки Якутии Тины Илларионовой. Давайте, друзья, попробуем. Давайте пробовать. Приятного аппетита. Что у нас получилось? Я надеюсь, Приятное у меня аппетита. получилось. Друг другу пожелаем. Классика. Очень вкусно. Можно есть? Можно есть. Не, далеко можно. Что И вы чуть-чуть скажете, шеф? Нормально? Хорошо. альденте же? Или Да. это? Чуть-чуть альденте получилось. Ну, чуть. Да, чуть-чуть. Это А я вот неплохо. как раз Ну, так вот мне люблю. нравится вот когда так. Когда не сильно альденте. Есть можно. Есть можно и нужно, и вкусно. Тина, еще раз вам спасибо. И у нас такая добрая традиция. Пожалуйста, на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Ешьте вкусно, читайте книги, счастья, любви, сияния, блеска и прочей крутизны. Вот так бы я сказала. Да. Друзья, я еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях была сотрудник нашей национальной библиотеки Тина Илларионова. Тина, еще раз вам огромное спасибо. Да, спасибо тебе. За очень интересную беседу, я потому что в своем институте в последнее время очень мало читаю, но обязательно обещаю вам, что исправлюсь. Семен Тарбахов, Петр Цупанин. Друзья, мы на этом с вами прощаемся. Будьте здоровы, читайте и ешьте, как мы всегда тут говорим, просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.